В Галском районе эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ не превышены, если учитывать аналогичный период предыдущего года. По словам дежурного врача Марики Джонджо, в день в Галскую ЦРБ обращаются от 13 до 20 пациентов, а заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует средним сезонным показателям. А расскажите, какая ситуация сейчас в Галском районе? Чаще ли люди стали обращаться по поводу заболеваемости гриппом? Кто это? Взрослые все-таки или дети больше? Сколько обращений в день, в месяц у вас вот за последние? Последняя неделя у нас всего лишь 13 обращений, но взрослые и дети. Вот, никакой вспышки по району у нас, как обычный сезонный, ничего такого. То есть эпидемии? Нет, никакой эпидемии по району нету, просто 13 человек за неделю – это немного. В прошлом году было намного, было намного больше, но в этом году ничего такого. Из 13 обращений это все по поводу гриппа? Или... По поводу ОРВИ, да, всего лишь 2 пневмонии, все. Воспаление легких было. Остальное обычные ОРВИ, ОРЗ. А вот скажите, после каких симптомов и недомоганий вообще следует обращаться людям? Это в первую очередь общая слабость, кашель, высокие цифры, температуры. Если температура, уже нужно обращаться. Температура может держаться 3 дня, 4 дня. Но после 3 дней это нужно срочно обращаться уже. Там нужно потом рентген сделать легких, нужно доктору послушать, горло посмотреть. И общее состояние пациента тоже, анализы нужно сдать. Все как следует. По словам врача-педиатра Изольды Джаркава, дети болеют чаще, чем взрослые. И это связано с тем, что они посещают детские сады и школы, где поневоле заражают друг друга. Родители зачастую пренебрегают мерами предосторожности и ведут простуженных малышей в ДОУ и общеобразовательные учреждения, что абсолютно недопустимо, отмечает педиатр. Сейчас обращаемость, можно сказать, не низкая, в том плане, что это зимний период. Заболевания в основном дети поступают с повышенной температурой, кашель, насморк, катаральные явления. Сказать, что прямо осложненные такие вроде нет, но обращаемость довольно большая. Если по приему журнала посмотреть, то где-то обращаемость 15-18 детей в течение дня. Это на одного педиатра приходится каждый день. Сейчас в основном сезон, я вам как сказала, зимний период, респираторные вирусные инфекции. Конечно, дети, школьники, дети с детского сада, там склонности, они сплочены, там сплоченность. И, конечно, эта вирусная инфекция передается от одного к другому ребенку. И, конечно, пик заболеваемости объясняется вот этим. Другие заболевания, такие как инфекционные заболевания, у нас практически довольно низкое сейчас в этом году. Такие заболевания, как детские инфекции, там эти самые коклюш, у нас редкие в том плане, что прививки у нас делаются регулярно, и поэтому мы этим детей защищаем. Есть некоторые родители, которые отказываются от профилактических прививок, но мы их настаиваем, объясняем, что это необходимость в том плане, чтобы защитить ребенка от таких инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит. И в этом плане я думаю, что обстановка в районе не такая уж плохая. Для профилактики сезонных заболеваний врачи рекомендуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, носить маски и избегать тесных контактов с теми, кто имеет признаки заболевания, соблюдать питьевой режим и принимать витамин С, а также комплекс витаминов, который повышает иммунитет. Вы, как врач, какие рекомендации можете дать и что нужно делать для профилактики гриппа, чтобы не заболеть? Это в основном, это часто мыть руки, часто проветривание помещения, соблюдать масочный режим. Для профилактики витамины побольше пить, и жидкости имеется в виду.
И носить маски все-таки в общественных местах. И все. Но в основном здесь идет антивирусная терапия, идет симптоматическое лечение, там жаропонижающие средства, естественно, обильное питье, теплое питье, проветривание квартиры, влажная уборка. И в основном, конечно, питание, там, фрукты и все такое, значит, которое повышает витамины, которое повышает иммунную систему ребенка. Большинство людей переносят грипп нормально. К группе риска относятся дети до 2 лет. Пожилые пациенты, беременные, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Такие пациенты обязательно должны обращаться к врачу своевременно. Грипп сильно ослабляет иммунитет, активизируя при этом патогенную флору, что может спровоцировать размножение бактерий. Возможны поражения пазух носоглотки и бронхов, что может привести к пневмонии. Осложнениями гриппа могут быть менингит, энцефалит, заболевания сердца, почек и печени, пояснили врачи. Поэтому не стоит относиться к своему здоровью пренебрежительно и заниматься самолечением. Я хочу, чтобы просто родители, значит, я не скажу, чтобы здесь такие родители, которые поздно обращаются, там по несколько дней ждут. Бывают единицы, конечно, это исключение. Да, самолечением занимаются. Прежде чем прийти к врачу, уже сами назначают ворох этих препаратов, и в основном очень любят антибиотики назначать с первых дней. При вирусных инфекциях антибиотики первые 3-4 дня вообще не показаны, потому что вирусы не чувствительны к антибиотикам. Это когда бактериальная флора наслаивается, только в этом случае идет применение антибиотиков. Но вот здесь у нас, конечно, немножко с родителями идет такой, они уже начинают лечить с антибиотиками, а потом тоже прерывать это тоже нельзя, и поэтому надо либо начать и выдержать курс, либо вообще не начать. И, конечно, лучше не начинать без разрешения врача. Но они занимаются самолечением, покупают лекарства, и понаслышке от кого-то идет лечение, самолечение в основном. Что касается самолечения, пациенты часто самолечением занимаются. Я обращаюсь к населению самолечением не заниматься, как самолечение нам дает осложнение. Сразу можно обратиться к врачу, который поставит диагноз. Вспышки гриппа в Галском районе нет, а наиболее эффективным способом защититься от болезни является вакцинация, отметила заместитель главного врача Галской ЦРБ Мага Гергидава. Расскажите, какая ситуация сегодня в районе? Повысились ли показатели заболеваемости гриппом? Много ли обращений в больницу ЦРБ города Гал? У нас эпидемиологическая обстановка в районе, можно сказать, что стабильная. Да, вот у нас каждый день поступают больные с ОРВИ, с ОРЗ, с гриппом, но без осложнений. В основном поступает с температурой, с кашлем. Редко бывает, но есть осложнения пневмонии. Стационара нету, поэтому мы их лечим амбулаторно. Что касается профилактики, самый наиболее эффективный способ – это вакцинация от гриппа. Вакцинацию мы проводим в конце октября и в начале ноября до начала простудных заболеваний. Профилактика в основном длится после вакцинации, это 12 месяцев в год. Много ли обращений, кто это в основном, взрослые или дети? У нас поступают и взрослые, и дети. Поэтому, если взрослые, то к терапевту или к инфекционисту, а если дети, то к педиатру. Чтобы защититься от гриппа и ОРВИ, следует придерживаться простых правил. Мыть руки после посещения магазинов и поездок на общественном транспорте, а также по возможности не контактировать с инфицированными людьми. При первых признаках болезни следует оставаться дома, чтобы не заражать окружающих и избежать развития осложнений. Анжело Белава, Тия Басария, Бату Виплая, Борис Цацу, Гал Медиа.